Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе россиян результативными ударами отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Единственный мяч хозяев поля забил Джозеф Мбонг. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Словении. Встреча пройдет 27 марта в Сочи. Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии сегодня в префектуре Фукусима. Пламя факела было зажжено от лампады с привезенным из Греции олимпийским огнем. Первым бегуном с факелом стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 годы. Забег продлится 121 день. Факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Ожидается, что в эстафете примут участие около 10 тысяч человек. Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены. Они пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. На всероссийском мемориале олимпийского чемпиона Романа Дмитриева по масс-рестлингу разыграли путевки в финал чемпионата России 2021 года. На помост Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Москве вышли представители сборных 15 регионов. По итогам финальных поединков путевки в финал чемпионата России в весовых категориях до 55, 65 и свыше 85 килограммов получили Валентина Суханова, Фиана Дмитриева и Надежда Христофорова из команды сборной Якутии. Среди мужчин в категориях до 60, 70, 80 и 105 килограмм лидировали Артем Зорин, Айсен Мигалкин, Егор Гуляев, Данил Моисеев, а также Евгений Попов в весе свыше 125 килограмм. Следующий старт соревнований состоится в апреле на площадке Олимпийского комплекса «Лужники». Медали оспорят ветераны старше 40 лет. Бороться с Романом Михайловичем. Вместе много лет защищать честь Советского Союза. Он приезжал ко мне в Чувашию, и там тоже мы проводили очень много мероприятий здесь. И вот этот масс-рестлинг тоже на всех мероприятиях мы старались проводить. И, конечно, мне это очень приятно, что его дело живет. Ледяной ветер, адреналин и завораживающие виды Байкала. В Иркутской области стартовала буерная неделя. Десятки спортсменов из нескольких стран демонстрируют, насколько они виртуозно способны управлять яхтами на коньках. Подробности у Андрея Санникова. Байкал – это не только самое глубокое озеро в мире, но и один из крупнейших спортивных объектов. Каждую зиму здесь традиционно проходят соревнования по буерному спорту. Гонщики это место ценят за возможность прокатиться в окружении завораживающих видов байкальской природы, сильный ветер и прочный лед, которого в марте уже нигде не найти. В гонках на буерах участвуют не только россияне. В Иркутскую область приехали спортсмены из Германии, Швейцарии и Польши. У нас не было возможности для тренировки. Вчера я в первый раз в этом сезоне прокатился по льду на лодке под парусом. Спасибо большое, Байкал. Обычно участников из-за рубежа гораздо больше, но в этом году пандемия не позволила приехать всем желающим. Сейчас во всем мире вот этот запреты по этому поводу. Все просто, многие, особенно европейцы, скандинавы, просто не смогли сюда приехать. По карантинным показателям их просто не выпустили из страны. В гонках может принять участие каждый. Возраст и пол не имеют значения. Главное – наличие дорогостоящего снаряжения, выносливость и предельная концентрация. Лодки на коньках способны разгоняться до 100 км в час. Важно мгновенно реагировать на порывы ветра и молниеносно корректировать движение яхты, чтобы избежать столкновения с соперниками и не угодить в так называемые снежные пироги. Есть пироги такие, вот снежные заносы. Они вот, которые вот такие маленькие, они это ерунда. А есть большие, опасно. Я вчера в один влетел, так было не очень. Ледовые гонки под парусами на Байкале будут идти до конца недели. Спортсмены смогут попытать свои силы сразу в ряде первенств, Кубке России и нескольких международных соревнованиях. В Ленске открыли обновленный горнолыжный склон. Одними из первых его опробовали наши коллеги из редакции «Утро Якутии». На горнолыжной базе даже в середине недели многолюдно. Здесь пришли те, кто любит отдыхать с ветерком. В этом году любителей спорта порадовала обновленная горнолыжка. Еще летом здесь началась модернизация. Разровняли склоны и установили 2 новых подъемника.
Спортивный склон разделили на две половины. Слева учебный, где могут тренироваться новички, а справа уже для спортсменов. Ева, несмотря на свой возраст, уже не новичок. Сколько лет тебе было, когда ты стала на лыжи? Ну, мне было 3 годика, и я прошла 2 километра, ну, на таких обычных лыжах. Вот сейчас поздний вечер, ты уже занимаешься сама. С каким настроением ты сюда приходишь? Но я всегда с радостью прихожу, мне всегда тут интересно, и мне очень нравится заниматься лыжами. Обычно нравится заниматься. Ну, это для здоровья хорошо, и, ну, очень прикольно и классно. Олегу больше по душе экстремальный вид спорта. Сноубордисты отмечают, в этом году как никогда с нетерпением ждали снега, чтобы открыть долгожданный сезон. Физические занятия на свежем воздухе – это прекрасно. Но скорость. Мне с женой раньше ходили по лесу вот, на классических лыжах. Мне не нравится. Мне вот больше нравится скорость с горы катиться. Из районного бюджета на эти цели выделили 10 миллионов рублей. Теперь лыжникам и сноубордистам Ленского района не надо выезжать на сборы в Мирный. Администрация района сделала все возможное, чтобы Ленская лыжная школа добилась результатов. Сама лыжная база была построена, то есть здание, в 2008 году. В 2009 году я пришел сюда на работу. Вот. И с 2009 года мы потихоньку начали развивать горные лыжи здесь. Организаторы отмечают, в этом году наплыв посетителей очень большой. Как и в прошлом году, согласно распоряжению главы Ленского района, коньки, лыжи и сноутюбинги выдаются бесплатно. На горнолыжной базе по вечерам особая атмосфера. Новое освещение придает этому месту особый шарм. Здесь ленчане отдыхают душой и телом и даже читают стихи. Давай пойдем кататься с горки, ловить снежинки полным ртом, а скучным, грустным человеком побудем как-нибудь потом. Друзья, это был первый день в городе Ленске. Сегодня мы познакомились с очень интересными и активными людьми. И мы с Русланом решили к ним присоединиться. Ну что, друзья, я думаю, такого не делал никто. По крайней мере, в Якутии 24. Привет из Ленска! Доброе утро! Доброе утро, Якутия! Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.